Гагауз oyun hem türkü ansamblesinde Düzava Дисаде Шанер Гагауз автономиясына ашырда, ama büyüdер та oyuncuları, türkücüleri hem de çalgıcıları kendi çerçevesinde. Ansamblin bilirsen var yılları, var kana yıllar, var birlik uzmanlar da. Uzmanlar angıları gelirler kendi bilgilerinin, becermeklerinin ansamble. Kimse öğrenir burada hem de götürür oyunculuk, türkücülük işini başka uğurlarda da. Böylece bizim misafirimiz Valeriya Varban. Bugünkü günde Valeriya götürür iki çevreyi oyunlarda, halk oyunlarına öğretir Yevlat boylarını Kumrat kasabasında Dmitri Karaçoban adına liseyinde hem de Kongaşık'ta. Valeriya kendisi 15 yıl artık çalışır Düzava oyun ansamblesinde. Bugün laf edeceğiz bu genç oyuncunun hem de üreticinin, yöndericinin çalışması için hem Düzava'da hem de bugünkü günde onun çalışmak uğru için. Laf edeceğiz biz Rus dilinde. Валерия, вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в нашем творческом интервью поговорим непосредственно о тех кружках, которые вы ведете, где учите наше подрастающее поколение народным танцам и непосредственно о вашей деятельности. Если немножечко рассказать о кружках и о их деятельности, когда начали вести их и на сегодняшний день сколько у вас воспитанников? В прошлом году я закончила лицей имени Дмитрия Карачубана, 12 классов, и в этом году, в январе, мне пришла идея открыть свой кружок танцев, попробовать себя в этой сфере не только как танцор, но и как преподаватель. И я подошла, естественно, в свою школу, которую окончила, и предложила директору Ангелу и Марии Ильиничне попробовать открыть кружок, так как у нас в школе танцы, я как знаю, не преподавались. Я дала такую идею, и через некоторое время мне сказали, что очень хорошая идея, и одобрили это. 1 февраля я начала репетиции с детками. Мы собрали деток, тех, которые учатся в лицее нашем. Изначально мало было. Я думала, что не наберутся детки, так как эта сфера, мне кажется, подрастающее поколение, оно более идет в современные танцы или какие-то другие кружки. Но на сегодняшний день 24 танцора у меня есть в кружке. Это только здесь, в лицее? Да, это в лицее. Репетиции как проходятся? Как удается справляться? Сначала было тяжело, так как это мой первый опыт, тем более с детками. Но детки послушные, у них есть интерес к танцам, они проявляют этот интерес на репетициях, и поэтому дальше идет работа легко. Какие танцы вы изучаете? Какого народа? Я сама танцую, получается, народные танцы. Гагаузские, молдавские, болгарские. Но с детками пока только гагаузские. Вы поделились с нами видео с репетиции, да, непосредственно, которые проходят в спортивном зале лицея. Да. Ну что, посмотрим?
Отрывок какого танца посмотрели? Гагаузского. Какие возрастные категории в ваших кружках? Ну, на этом видео есть детки с 1 класса, есть со 2, с 3 и также с 6. Как могут записаться в ваш кружок юные воспитанники танцоры? Ну, у учителей, у классных руководителей есть мой номер телефона. Я проходила по классам, я предлагала деткам, давала свой номер телефона, и родители звонили, записывались. Есть какие-то возрастные ограничения? Ну, мы дали объявление с 1 по 7 класс. Всего лишь 3 месяца занимаетесь, да? Каким навыкам уже обучили детей? Ну, детки знают основные движения, основной шаг. Гагаузский шаг, кадынджи шаг, 7/16, 9/16. Это шаг. И вот сейчас уже начинаем. Это был кусочек танца, но еще надо чистить, работать над этим. Сколько раз в неделю проводите и в какое время? Провожу 3 раза в неделю. Ну, в основном это на выходных. Получается, есть одна группа деток помладше, она с 12 до часу, и вторая постарше детки с часу до 2. Это что касается кружков, которые вы ведете здесь, в Камрате. Да. А в Кангайщике? Ну, в Кангайщике это буквально недавно, наверное, недели 3, как я начала. Тоже собрались детки. В Кангайщике, мне кажется, еще такого не было, что преподавали танцев. Если в Камрате еще это как-то более развито. Есть разные кружки, даже у нас в Доме культуры есть танцы. В Кангайщике этого не было. Детки приходят, детки тоже очень хотят. И когда ты видишь, что у них есть огромное желание, у тебя проявляется еще больше интереса ставить, вдохновение, ставить танцы и показывать. Инициатива открыть в Кангайщике кружок. Мне предложили. Знали, что я веду и в первой школе, и вот предложили и в Кангайщике. Вам нравится самой вести кружок, воспитывать чувство любви к народным танцам именно у нашего подрастающего поколения? Конечно, очень. Я смотрю на деток, которые помладше. Есть кому 5-6 лет в Кангайщике. Я вспоминаю себя в том возрасте, когда я рвалась на репетиции, даже когда болела. Валерия, если рассказать о своем опыте в народных танцах? Ну, в народные танцы я, конечно, не начала сразу с дюзовы. Я как маленький ребенок, меня родители отдавали на разные виды кружков, но остановились на дюзове. Я пошла на репетицию, я сказала, что вот это мне нравится. И здесь я и осталась. 15 лет – это большой стаж. Да. Практически всю свою учебную деятельность вы параллельно занимались танцами. Да. Для вас народные танцы – что это? Ну, сейчас я себе не представляю свою жизнь без танцев, без репетиций, без концертов. Когда ты выходишь на сцену, и ты понимаешь, что ты показываешь, и люди на тебя смотрят, они восхищаются, они аплодируют тебе, это, конечно, жизнь останавливается на этом. У меня была возможность уехать учиться в Кишинев, но если бы я уехала учиться в Кишинев, мне нужно было заканчивать с танцами, потому что не осиливала бы я и учебу, и дорогу сюда. И я вот оставила свой выбор здесь и остаться на репетициях и в дюзове. Сегодня еще чем занимаетесь? Ну, есть второстепенная работа, но это так, только начало. Коль начали вести кружки, я думаю, что будете выходить уже и на сцены, да? Да, конечно, рассчитываем на это. Уже первые шаги есть, первые планы, может, приглашения? Пока нет. В первой школе кружок, получается, будет только по школе, как бы на различных мероприятиях. Вот танец у нас почти поставлен. Ждем какие-то праздники в школе, чтобы детки вышли и показали, чтобы они поняли на себе, что такое сцена, когда на тебя смотрят, ответственность. Номера, которые вы ставите, это повторные номера, которые исполняет танцевальный коллектив «Дюзова», либо что-то свое вносите? Нет, конечно, это другой уровень. У нас уже опыт, я не могу физически поставить деткам, потому что они только начали. Я вспоминаю свое детство, когда нам показывали вот эти элементарные движения, и также их показываю детям.
самое важное в обучении народному танцу? Ну, мне кажется, в любом деле важно твое желание. Когда ты видишь, что у ребенка нет желания, и у него даже ничего не получается. А если ребенок, он ставит себе цель даже выйти на сцену, он ставит себе цель выучить это движение, он и дома работает, он и на репетициях плодотворно работает, поэтому есть результаты. Желание у нашего младшего поколения есть? Есть. Я думала, что нет, потому что у нас очень много кружков современного танца, и дети сейчас больше рвутся туда. Но нет, есть. Еще есть детки, которые хотят народными танцами заниматься. И, конечно, это больше девочки, но есть и мальчики. Вот, как раз этот вопрос хотела задать. Большей частью все-таки девочки Больше, рвутся, да? да. Но без парней Ну, конечно, пары да. не образуются никак. Да. А как привлекаете мальчиков? Вы знаете, как в школе это работает? Девочки приходят на урок в школу, и они делятся своими эмоциями, своими впечатлениями, показывают на переменах, как мне говорят учителя, что они на переменах показывают движения, которые они новые выучили. И есть мальчики, которым это тоже интересно. В первой школе пока у нас один мальчик на всех девочек, но он хочет, и он рассказывает своим одноклассникам. И были еще мальчики, конечно. Как вы думаете, что развивает народный танец у танцора? Терпение, плодотворство, дисциплину в первую очередь. Я знаю, что каждый руководитель, каждый преподаватель, неважно какого уровня танцев, музыкального исполнения, он также является воспитателем. С детьми беседуете? Конечно. Ну, конечно, у нас есть перерыв, где я смогу детками и повеселиться, и посмеяться, но они знают, что когда начинается репетиция, то есть сосредоточены на движениях, на танцах, и должна быть дисциплина. Мы разговариваем, они делятся, как они в школе там всем рассказывают, показывают. Ведем диалог по поводу этого, да, как они дома приходят и дома учат движения, которые они не доучили на репетициях, и родители тоже этому восхищаются, что ребенок раньше вообще ничем не был увлечен, а тут он приходит с репетиции, и дома еще и он танцует дальше. Занимаются, продолжают, да? Ну, первые шаги делать всегда трудно и тяжело. Всегда ряд проблем встает. Вы с какими трудностями сталкивались при открытии кружков? Ну, наверное, это помещение все-таки, потому что не всегда есть возможность. В первой школе 2 смены, то есть дети как в первую смену учатся, так и во вторую смену, они заканчивают поздно. И вот немножко с этим была проблема, потому что я имею свои репетиции, которые мне тоже проходят вечером, и состыковать, получается, репетиции с детками и свои было сложно. Но мы нашли выход. Кольгагаузский ансамбль песни и танца «Дюзова» взращивает молодых хореографов, постановщиков. Я думаю, что будущее за вами, за нашими профессионалами уже, танцорами. И пусть эти кружки, они имеют свое развитие. И я желаю, чтобы в ваших коллективах прибавлялись мальчики. Спасибо. Вот, а остальное у вас обязательно все получится. Спасибо. Первые шаги, они сделаны. Добрый путь. Спасибо, Валерия, за участие. Валерия Варбан, руководитель кружка танцев в Камрате и в Кангайщике, вместе с нами была этим добрым утром. Гостью провожаем, а программа продолжается. Karşı dinle dinle da, ha oynalı dinle dinle dinle.
Konaklama haklan geliniyle güvi, güzel yaşama haklan. Yakabım konaklar.